Гораздо более высокому риску заболевания туберкулезом подвергаются люди с ослабленной иммунной системой. При наличии каких-либо жалоб на состояние здоровья следует прежде всего обратиться к врачу. Большое значение имеет также распространение среди населения знаний о туберкулезе и мерах борьбы с ним. Это болезнь легких, очень неприятная болезнь, очень нехорошая, трудноизлечимая. Но если не вовремя не лечится, оно постепенно начинает развиваться и переходит в туберкулез. Особенно те, которые курят, они вообще быстро заболевают. Я думаю, нужно соблюдать гигиену личную. Туберкулез, он заразный, и лечиться надо, чтобы окружающие, не заражать окружающих. Основным направлением отечественной медицины является профилактика туберкулеза среди населения. Каждый человек должен знать, что такое туберкулез и как следует предохранять себя от этого заболевания. Существует программа, мировая программа по контролю и борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции туберкулеза, совместная программа. В этом контексте хочу сказать, что вопрос контроля и профилактики туберкулеза, он находится на государственном уровне. В мире существует глобальный план контроля и профилактики туберкулеза по 2015 год. Также Всемирная организация здравоохранения проводит эту работу под гидой «Остановить туберкулез». Больным, которые... У нас есть, я скажу, что два вида больных, да, с устойчивой формой туберкулеза и которые простой туберкулез, неустойчивый. Вот которые неустойчивые формы, они получают талоны ежедневно 35 дней на питании. Вот это поддержка для больного. Для которой устойчивой формы им ежемесячно тоже выдается 350 лей. Тоже для питания, чтобы человек мог, если не имеет возможности, хотя бы как-то питаться и получать на это наше лечение. Широкие предупредительные мероприятия повышают эффективность борьбы с туберкулезом, приводят к снижению уровня заболеваемости, что будет способствовать постепенной ликвидации туберкулеза в нашей стране. Проходите вовремя флюорографию, полезно для вашего здоровья.